В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях пятницы. С вами Василий Радченко. Смотрите сегодня. Дистанционное обучение для студентов старших курсов продлили в СВФУ. Фонд капремонта перенесет часть работ на следующий год. По словам представителей, в сроки вмешалась пандемия. В столице в эти дни проходят фотосессии для якутского проекта семейного чтения «Мама в книге». Начнем с эпидобстановки. В Якутии за сутки выявили 67 новых случаев коронавирусной инфекции. В Якутске 33, в Мегино-Кангаласском районе 10, в Среднеколымском 8, в Мирнинском 7. В Алданском, Амгинском, Кангаласском по 3. Еще один летальный исход подтвержден от COVID-19. За сутки лабораториями республики проведено свыше 3600 исследований. Антиковидную плазму пациентам с коронавирусом начали переливать в Якутии. Ее получают от людей, которые уже переболели COVID-19. О новшествах медицины разузнал мой коллега Петр Васильев. Плазму с содержанием антител впервые использовали в Якутии в лечении больных коронавирусом. Сама по себе плазма – это жидкость, состоящая из воды и белков, которые помогают иммунной системе человека бороться с вирусами. Для лечения ковидных больных применяют плазму, отобранную у людей, которые уже переболели этим заболеванием и имеют необходимые антитела. Как отмечают врачи, при введении плазмы пациент в тяжелом состоянии получает пассивный иммунитет к коварному заболеванию. Вот эти антитела уже готовы, человеку не надо самому вырабатывать эти антитела, они получают ее извне, и эти антитела уже внутри организма начинают работать, помогать организму бороться с этой инфекцией. Конечно, наряду с лекарственными препаратами и другими лечебными мероприятиями. Мы работаем по методическим временным рекомендациям, которые нам дает Минздрав России, и там очень узкие показания именно для этой плазмы. Это тяжелые пациенты, которые находятся в реанимации в основном, и у них так называемый острый респираторный дистресс-синдром или тяжелая пневмония. Первую процедуру подобного рода провели в четверг, 10 августа, пациенту гериатрического отделения Республиканской клинической больницы. Если до введения плазмы его состояние оценивалось как тяжелое, то спустя день после врачи уже стали наблюдать некоторые улучшения. Подобный метод лечения стал возможен благодаря работе станций переливания скорой помощи. Антиковидная плазма заготавливается от доноров или конвалесцентов, те больные, которые перенесли COVID-19. На сегодняшний день переливание антиковидной плазмы находится в научной разработке. Широко ее используют это Институт Склифосовского в Москве и 52-я больница. Но так как есть временные рекомендации Минздрава России и есть приказ временной рекомендации по заготовке антиковидной плазмы нашего Минздрава, мы приготовили несколько доз этой плазмы в тестовом режиме. То есть наша цель была отработать эту технологию, посмотреть, как реагируют на это доноры, а потом уже второй этап, это уже скажут клиницисты, эффективна она при переливании или нет. Донором плазмы может стать человек, переболевший COVID-19, который при этом не имеет сопутствующих инфекционных заболеваний в возрасте от 18 до 55 лет. При этом у антител в его плазме должен быть определенный титр. Только в таком случае она может использоваться для лечения больных коронавирусом, в том числе находящихся в тяжелом состоянии. Сегодня, на настоящий момент, в республике 32 тяжелых больных. Часть из них находится на поддержке ИВЛ, часть из них находится на кислородной поддержке. Принимаются все меры и все современные методики, которые есть в России, наши медики стараются применить. Снижение смертности от коронавирусной инфекции является одной из задач, которая сегодня в том числе стоит перед нашим республиканским здравоохранением. И, конечно же, это является долгом чести и наших медиков, которые работают с ковидными больными. Как отмечают специалисты, технология производства антиковидной плазмы достаточно трудоемкая и требует много ресурсов. Однако, по расчетам врачей, в скором времени ее можно будет использовать для преломления картины с коронавирусом. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Якутск. Форму дистанционного обучения продлили для студентов старших курсов Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Срок продления до 30 сентября. Студенты первых курсов продолжат обучение в очной форме. Сообщается, что продление связано с сохранением сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в республике. Также на удаленный режим работы перевели сотрудников с малолетними детьми, беременных женщин, сотрудников с хроническими заболеваниями и работников старше 65 лет.
В Якутской клинической больнице с 14 сентября планируется частичное открытие эндокринологического диспансера. С начала пандемии его работа была приостановлена. Все специалисты и средний медперсонал задействовали в борьбе с COVID-19. С 14 сентября диспансер частично возобновляет свою работу. Пациенты будут приниматься на консультацию только по предварительной записи через систему «Медведь», в которой работают все врачи поликлиник и больниц республики. Для записи к специалисту необходимо обратиться к своему врачу по месту жительства. Другие формы записи пока будут недоступны. Авиакомпании возобновили рейсы из Москвы в Дубай. На направление одновременно вернутся два перевозчика. Это Аэрофлот и Эмирейтес. До конца сентября обе авиакомпании будут выполнять по 2 рейса в неделю по пятницам и субботам. Рейсы из России будут выполняться из Шереметьево. Эмиратские авиаторы, как и прежде, будут обслуживаться в аэропорту Домодедово. Перед вылетом в Дубай необходимо пройти тест на коронавирус. Допустимо использовать только метод ПЦР. Справка должна быть выписана на английском языке, содержать в себе паспортные данные путешественника, а момент забора материала максимум за 96 часов до прилета в Дубай. Также все путешественники должны установить специальное приложение на свой смартфон и заполнить карантинные формы. Часть пассажиров может быть подвергнута второму тесту на COVID-19 по прибытии в Дубай. В ожидании его результатов турист обязан самоизолироваться в забронированном отеле. Еще один тест на коронавирус необходимо сдать перед вылетом домой. Мошенники продолжают обманывать людей и выманивать у них крупные суммы с банковских карт. Для этого создаются целые колл-центры. Используются возможности так называемой СИП-телефонии. Статистика показала, что аферисты чаще всего звонят с номеров, начинающихся на +7 945 или 8 800. Но нередко используют и официальные номера банков, при этом применяя психологические методы воздействия на собеседника, следуя четкому алгоритму и стараясь по возможности долго удерживать собеседника на линии. Если вам позвонили с похожих номеров, которые вы сейчас видите на экране, скорее всего, это мошенники. Нельзя поддерживать с ними разговор и идти на поводу, называя номер банковской карты, пароли из СМС-уведомлений, либо другие конфиденциальные данные. В противном случае вы рискуете лишиться всех своих сбережений на банковском счете. Наши корреспонденты продолжают разбираться в причинах обрушения кирпичной печи по улице Космонавтов 13/1 в Якутске. Напомню, ранее было установлено, что дом признали аварийным в 2019 году и жильцов поставили в график по расселению. Сколько теперь ждать заветного новоселья в условиях разрушающихся этажей, разбиралась Полина Долинская. Прыг-скок, прыг-скок, обвалился потолок. Для жителей дома по улице Космонавтов 13/1 детская песенка стала реальностью. Вечером 4 сентября жители второго подъезда услышали грохот. После обнаружения источника шума было установлено, что в 2 квартирах, расположенных друг над другом, произошло обрушение кирпичных печей. Мы сидим с дедом, кушаем, грохот, бабах, что-то это, я думаю, землетрясение, что ли, началось. Наталья Сергеевна живет в этом доме более 40 лет. Обрушение печи произошло как раз в соседней квартире. На момент происшествия в ней никто не проживал уже 2 года. Хозяйка переехала, оставив ключи соседке. Хозяйка живет в каменном доме. А с этой она ничего не сдает, не контролирует, да? Ну а кого здесь сдавать-то? У нее все тут отрезано. Только свет вот она провела. У нее и свет был отрезан. Сейчас я его выключила. А так-то батарея отключена. Вот только по верху идет батарея. Ну вот эта труба, чтобы она же поквартирная, чтобы это отопление-то шло. Газ у нее заглушили мы, потому что у нее она не платит ничего. И все. Ну вода-то тут, вода есть. Канализации у нее тут нету. А есть какая-нибудь вероятность того, что вот, дальше начнется разрушение этой печи и все провалится на 1-й этаж? Так оно и так уже идет на 1-й. Сейчас я вам открою. В квартире ниже ситуация еще хуже. Разобранные полы, полуразрушенный потолок, воздух затхлый с ярко выраженным запахом сырости и плесени. С тех пор, как жилец этой квартиры переехал в район, он больше здесь не появлялся.
По нормативам срок эксплуатации многоквартирного деревянного дома в России составляет 30-40 лет. В наших северных условиях эта цифра еще меньше. Дому на улице Космонавтов идет уже 51 год. Аварийным его признали только в 2019 году. Это, к сожалению, очень поздно, потому что он попадает во второй этап переселения, то есть после 25 года. Дом, конечно, в ужасном состоянии. Дом 65 или 68 года, точно не помню сейчас. Ну, требует расселения, здесь только расселять жильцов. Была комиссия назначена, на комиссии было принято решение вынести данный вопрос о дальнейшей судьбе либо этой печки, либо этого дома на комиссию по чрезвычайным ситуациям города. Как предполагают сами жильцы, причиной разрушения послужило то, что из-за отсутствия хозяев этих квартир не было должного контроля за ситуацией. Ведь всего этого можно было бы избежать. Где-то укрепить печную опору, где-то подлатать крышу. Многие собственники именно так и делают в своих домах. Но что случилось, то случилось. И на сегодняшний день всех их больше волнует, успеют ли хотя бы отремонтировать проломившуюся крышу до первых заморозков. Полина Долинская, Георгий Григорьев, Якутск. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов республики до начала отопительного сезона планирует завершить все ремонтные работы. В этом году объемы увеличили практически вдвое. В план вошло 256 домов, где по контракту должно быть проведено 500 различных видов работ на общую сумму более миллиарда рублей. Ульяна Шагина проследила за ходом капремонта в столице. Если по отдаленным районам ситуация по капремонту многоквартирок практически завершена в полном объеме, то в крупных городах региона, в Мирном, Нерюнгри и Якутске, куда, впрочем, входит львиная доля всех домов, ситуация сложилась напряженная. Пандемия внесла коррективы в работу подрядных организаций, в связи с чем не удалось завершить полный объем запланированных работ. Какая-то часть будет перекинута на будущий год. И граждане не отказывают в допуске в квартиры, в чем тоже совершенно правы. И были случаи, когда и представители, работники подрядных организаций сами переболели ковидом. В доме по улице Ярославского, 39, 3 недели назад завершены работы по замене общедомового оборудования. Между тем, замена стояков водоснабжения перенесена на будущий год. Подрядчик разыгран, он определен, он просто вернется и закончит свой объем работ. Нам поменяли балкон. Затем, в подъезде поменяли трубы и на чердак, крышу сделали. Поэтому вполне ремонт удался, мне кажется, довольны, да. Жильцы дома по улице Дзержинского, 22 и 22/1 в Якутске, напротив, имеют нарекания к своему подрядчику. Есть замечания по витражам, отсутствию водоотводов над новыми лестничными козырьками и многое другое. То есть обшили торцы крыши, а водоотливов нету. И теперь после дождя у нас вся вода остается перед дверями. Будет заморозки, это будет очень хороший каток. Эти два дома 1974 года постройки, по словам старожилов, с тех пор здесь ни разу не производились работы по замене системы отопления. Фонд капремонта перенес эти работы на 2024 год, и жильцы боятся, что старые трубы просто не выдержат. Между тем, в этом году под эти работы попало 20 домов столицы, и 6 из них перекинуто на следующий год. Под домом у нас все гнилые трубы, у нас каждый год все течет. Сантехники уже к весне ползком залазят под дом, потому что все намерзает. По словам подрядной организации, оказание строительных услуг производится только по проекту. Далее идет 5-летний срок гарантийных работ, в течение которого должны устраняться все недочеты. Здесь главное, чтобы не обанкротился подрядчик, а в противном случае придется ждать очереди в самом фонде капремонта. Какие-то есть замечания у жильцов, они должны были внести изменения в проект, протокольно все это принять. А без указанного протокола мы не можем отходить от проекта. Поэтому все работы выполняются с проектом и принимаются также. Между тем, здесь до сих пор не завершены работы по водоснабжению. Фонд держит на постоянном контроле выполнение работ подрядными организациями. Все работы, связанные с запуском тепла, должны быть завершены до начала отопительного сезона. За нарушение сроков предпринимаются соответствующие меры, в том числе и применение штрафных санкций. Отдельная работа ведется с населением по уплате взносов. На сегодняшний день примерно 18% физлиц имеют задолженность. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск.
В дома мирнинцев начало поступать тепло. По графику первыми отопление получили школы и детские сады и другие социальные учреждения. Теперь очередь дошла до жилфонда. Какая работа проделана мирнинскими коммунальщиками за лето и почему у некоторых до сих пор дома холодно, выяснила Анна Винокурова. Эти кадры перестали наши телезрители. Звуки подачи воды в батарее радуют осенью, наверное, каждого. Чтобы своевременно подать тепло потребителям, сотрудники предприятия тепловодоснабжения начинают подготовку к новому отопительному сезону сразу после его завершения. Да, это плановые работы. Мы каждое лето делаем, чтобы в отопительный период у нас не было проблем. Плановые работы начинаются в начале июня. Главная задача – это подготовка сетей и котельного оборудования для безаварийной работы в новый отопительный период. Северо-восточная котельная обеспечивает теплом всю алмазную столицу. Чтобы в домах жителей было тепло, здесь находится 4 котла. Пока на улице плюсовая температура, с работой справляется 1 котел. А уже с наступлением холодов, где-то в ноябре, к нему присоединятся еще 2 котла. Но не все так просто. Производство тепловой энергии является сложным технологическим процессом. В нем задействовано оборудование от подъема воды Серелявского водохранилища, очистки на водоочистных сооружениях, транспортировки через насосную, химводоподготовки, нагрева и подачи в сеть. Сегодня в большинстве зданий Мирного уже тепло. В наш адрес было направлено постановление города, где было указано с 1 по 2, со 2 по 3 подать на социальные объекты тепло, то есть это садики, школы. И с 7 числа подать тепло уже на всех остальных, что было и сделано. Если у вас в квартире радиаторы отопления еще холодные, обратитесь в вашу управляющую компанию. Ведь именно они в конечном итоге подают отопление в дома своей зоны ответственности. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». АЭС Николаев принял участие в запуске первой очереди крупного угольного терминала Ванина Трансуголь. Компания «Колмар» построила его в Ванинском районе Хабаровского края. Это самый крупный угольный терминал в стране. АЭС Николаев поздравил компанию «Колмар» с новым объектом и выразил уверенность, что терминал поможет вывести угледобывающую промышленность и Якутии на новый уровень. Глава адресовал поздравления и жителям Хабаровского края, которые получили новые рабочие места. На данном этапе в Ванина Трансуголь создано 376 рабочих мест. На этапе выхода предприятия на проектную мощность их количество составит более 600. На участке с 388 по 400 километр федеральной трассы Лена в Нерюнгринском районе установили камеру фото-видеофиксации. Сообщается, что на указанном участке установлены предупреждающие знаки, введено ограничение скорости движения автотранспорта до 40 км в час. Всего на федеральной трассе Лена функционирует 10 камер фиксации нарушения ПДД, 7 из них расположены в Якутии, 3 на территории Амурской области. Впервые Министерство культуры страны профинансирует 2 якутских фильма. Кинокомпания «Саха-фильм» победила в конкурсе Департамента кинематографии при Минкульте России на получение субсидий для съемок кино. Фильмы начнут снимать в следующем году. Первый проект задумала Любовь Борисова, режиссер известного фильма «Надо мною солнце не садится», а второй проект режиссера Эдуарда Новикова. Он режиссер нашумевшего картины «Царь-птица». Фильм вошел в резерв на получение средств до конца этого года. Таким образом, к столетию образования Якутской ССР в 2022 году выйдут в свет 2 якутские ленты «Не хороните меня без Ивана» и «Связующая нить» с участием российских продюсеров. По чуть-чуть, маленькими шажками идем. И сейчас нас вообще в киносфере России, то есть, да, и, может, за пределами уже начинают узнавать, уже знают, если какие-нибудь фестивали мы там заявляемся, уже не смотрят так, как тогда, допустим, нет, уже ждут, потом уже считают нас конкурентами. А фонд президентских грантов поддержал якутский фотопроект «Мама в книге». Он стартовал в марте этого года и призван привлечь интерес детей и молодежи к семейному чтению. Фотопроект включает серию фотографий, раскрывающих образ матери в произведениях современных и классических писателей. Каждая серия отображает по 10 образов матерей, описанных в произведениях якутских, российских и зарубежных авторов. На днях прошла первая фотосъемка проекта по мотивам повести Лугинова. А сегодня прошла съемка в Саха-театре фотографа Евгения Уранхая.
Сложности в таких съемках, когда вот исторический кадр делаешь, там надо все-таки показать вот ту атмосферу. Всегда это сложно. До мелочей надо там следить, там. Слава богу, у нас костюмер есть, который помогает сотрудничать с нами Сахатеатра. Вот они предоставляют одежду. Это тоже очень хорошо, потому что там уже от мелочей все сделано как бы. Акцию «Сохраним лес» провели в столице региона. Она проходит второй раз при поддержке Федерального агентства лесничества. Целью в этом году стало озеленить заброшенный карьер на 45-м километре Вилюйского тракта. В 2019-м благодаря активистам было высажено более 2000 саженцев сосны на этом же участке. Сегодня, учитывая эпидситуацию в республике и ограничительные меры, участников привлекли немного, а нужно высадить порядка 500 деревьев. Этот участок был выбран исходя из того, что это старый разработанный карьер, и на нем возобновление идет очень плохо. Поэтому лесничий якутского лесничества подобрал этот участок, и, соответственно, мы помогаем сейчас природе в восстановлению. Плодородный слой почвы был в свое время уничтожен, так скажем, и, соответственно, лес на нем не произрастает. Но, тем не менее, как мы видим, в прошлом году мы высадили здесь порядка 2000 саженцев, и, соответственно, прижимаемость примерно 75-80% составляет. В Санкт-Петербурге сегодня дали старт автопробегу с говорящим названием «Из Пита в Мирный». Более 8000 километров предстоит преодолеть участникам пробега. Главная уникальность в том, что в дорогу отправились автомобили, работающие исключительно на газомоторном топливе. Задача автопробега – показать, что проехать весь этот путь на газе – вполне выполнимая задача, а также продемонстрировать экономичность моторов на газовом топливе и их экологичность в сравнении с бензиновыми аналогами. И на этом наша программа подошла к концу. Спасибо за внимание и хороших вам выходных.